Метеор пополнит флот Татарстана, и это видно сразу. На бортовой части нарисован флаг республики, на кормовой татарский орнамент. А судну присвоили имя нашего земляка, героя Советского Союза, летчика-истребителя Михаила Девятаева. Символически разбивает шампанское носовую часть судна внучка Михаила Девятаева Диана. Здесь вся семья героя Советского Союза. Большая наша мечта, потому что 20 лет как отца уже не стало. И, конечно, я уверен, что он бы очень был бы, если бы жив, он бы, во-первых, просто прикладывал бы все усилия, чтобы он просто болел за флот. Ну что говорить, он первый эксплуатационник и ракеты, и метеоры. Все они прошли через его руки. Речной флот республики «Метеоры» закупал последний раз в 1991-м, 32 года назад. Требовалась капитальная модернизация. По инициативе Рустама Минниханова запустили программу реновации пассажирского флота. Раис республики 28 февраля лично участвовал в церемонии закладки нового судна. Его построили за 2 месяца. В этом году на обновление флота направят 2 миллиарда рублей. Это вот 2 метеора, А-217, это ремонт и реконструкция всей инфраструктуры на наших реках. Это и причалы, это и дебаркадеры, это ремонт и обновление, реконструкции наших судов пассажирской флотилии в целом. Работа предстоит очень большая. Очень важно, что завод имени Горького начал выпуск метеоров уже серийно. И есть заказы на последующие суда. Было время, когда завод строил 12 метеоров в год. В новом «Метеоре» улучшена мореходность. Для выхода на крылья теперь требуется меньше времени. Машина может двигаться по мелководью и подходить к необорудованному берегу. Увеличен запас топлива, салон вмещает 124 пассажира. Есть Wi-Fi. На данном судне, в отличие от всех его предшественников и конкурентов, на сегодняшний день самые широкие проходы, более 1 метра, что позволяет не только перемещаться людям-колясочникам при необходимости, но и позволяет организовать обслуживание, к которому мы привыкли в современных самолетах или в скоростных поездах. В Татарстане «Метеор» будет ходить по регулярным туристическим маршрутам. Первых пассажиров он примет уже в июне. Вероника Гайнудинова, Ленар Хузахметов, ТНВ, Зеленодольск.